Татьяна Токарчук уже несколько лет занимается апитерапией. Это новое направление в агротуризме. Ее пасека в деревне Бояркера стала местом притяжения туристов. Люди сюда приезжают не только здоровье поправить, но и отдохнуть душой. Сейчас семья Токарчук расширила бизнес, занимаются еще и козами, производят молоко, творог и домашний сыр. Татьяна не исключает, что за кооперацией стоит будущее ее предприятия. Конечно, объединяться, я так думаю, стоит и нужно, потому что в команде гораздо больше можно достичь и высот, и перспектив. И я думаю, что да, мы на верном пути, и мы вот в будущем думаем тоже по поводу кооператива своего, с кем-то в объединении, потому что мы не только занимаемся апитерапией, есть наши компаньоны, с которыми мы тоже активно работаем и также находятся на этой индустрии и рядом с нами. На семинаре по сельхозкооперации предприниматели рассмотрели успешные кейсы других регионов, поговорили о том, какие этапы должны пройти товаропроизводители для успешного старта кооперативов. Главным спикером семинара стал руководитель проекта «Народная школа кооперации» Анатолий Каратаев. Мне показалось, что бизнес выстроен довольно-таки сбалансированный у вас, и потенциал очень большой, потому что у вас природа очень экологичная, потенциал у вас очень огромный. И я думаю, как раз для малых форм хозяйства, это для фермеров, для личных подсобных хозяйств, которые объединены в кооператив, здесь очень большой потенциал. Рассуждая о привлекательности кооперативов, спикер отметил, что для них в России работают различные преференции. Выгода кооперации, по мнению эксперта, заключается в том, что она сокращает себестоимость продукции и увеличивает объемы производства. К слову, узнать все о сельхозкооперативах, условиях получения поддержки можно, обратившись в Центр компетенции агропромышленного комплекса. Дарья Балакжанина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.